Здравствуйте, дорогие шестиклассники! Сегодня мы начинаем новый раздел «Язык и общение». Тема урока «Бывают ли у слов родственники?». Сегодня на уроке вы узнаете о словообразовании имен существительных, об основных способах их образования. Научитесь образовывать существительные, используя различные способы словообразования. На странице 76 есть правило. Слушаем и читаем вместе со мной. Различают три основных способа образования существительных с использованием приставок и суффиксов. Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный. Первый способ – суффиксальный, когда к основе слова добавляется только суффикс. Например, баскетбол, баскетболист. Суффикс «ист». Заступаться. Добавляем суффикс «ник» к основе. Заступник. Суффикс «ник». Шар плюс суффикс «ик» – шарик. Второй способ – приставочный, когда слово образуется при помощи приставки. Порядок – беспорядок, приятель – неприятель. Заголовок, подзаголовок. И третий способ – приставочно-суффиксальный. Подоконник. Одновременно добавляется приставка «под» и суффикс «ник» – подоконник. Борода. К основе слова «борода» добавляют приставку «под», суффикс «о», получается слово «подбородок». Запишем основные способы образования существительных. Первый способ – приставочный. Приставочный – это когда добавляется только приставка. Например, порядок. Добавляем приставку без. Получаете слово беспорядок. Порядок, беспорядок. Так, немножко криво, но ничего. Главное, чтобы было понятно. Второй способ – суффиксальный. Записываем вместе со мной в тетрадь. Суффиксальный. Баскетбол. Баскетболист. Баскетбол, баскетболист. Добавили суффикс «ист». Суффиксальный способ. Третий способ. Приставочно-суффиксальный. Это когда одновременно добавляется и приставка, и суффикс. Подоконник. Под приставка. Ник. Суффикс. Запишите. Если не успеваете вместе со мной писать, ставьте на паузу, потом продолжите урок. Приставочный, когда добавляется только приставка. Суффиксальный, когда добавляется только суффикс. И приставочно-суффиксальный, когда добавляется и суффикс, и приставка одновременно. Упражнение 1. Выразительно прочитайте отрывок из басни Крылова. Вспомните ее персонажей. Кому из них принадлежат эти слова? Какая часть слова придает выделенным существительным уменьшительно-ласкательное значение? Ребята, я вам предлагаю послушать отрывок, потом вернемся к этому упражнению. Говорит так сладко, чуть дыша. Голубушка, как хороша,
Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывать так право сказки. Какие перышки, какой носок. И верно, ангельский быть должен голосок. Спой, Светик, не стыдись. Открыли тетради, запишем выделенные существительные из этого отрывка. Голубушка. Записываем вместе со мной. Шейка. Глазки. Перышки. Носок. Записали. Теперь попробуем выделить суффиксы. Голубушка. Ушк. Шейка. К. Глазки. К. Перышки. Ушк и носок. Ок. Мы с вами выделили уменьшительно-ласкательные суффиксы. Продолжим наш урок. Учимся применять правила. Чтобы определить способ образования слова, рассуждаю так. Подберезовик. Гриб, растущий в березовом лесу. Под березой. Значит, слово подберезовик образовано от слова березовый, из которого взята основа берез, и к которой одновременно прибавлены приставка под и суффикс ик. Следовательно, слово подберезовик образовано приставочно-суффиксальным способом. Упражнение 2, страница 77. Выпишите в два ряда существительные первого и второго склонения. Какое значение придают суффиксы ист, щик, тель, ка, йор данным существительным? С любыми тремя существительными составьте различные по цели высказывания предложения. Водитель, боксер, журналистка, крановщик, лифтер, строитель, программист, воспитатель, фигуристка, шахтер, учитель, шахматистка, часовщик, контролер, таксист, спортсменка. Также было задание составить предложения, различные по цели высказывания. Я буду учиться на программиста, потому что это востребованная профессия, повествовательная. Тебе нравится профессия учителя? Вопросительная. Уважаемый таксист, довезите меня до школы. Побудительное предложение. Упражнение 3. Спешите, распределяя имена существительные по группам в зависимости от значения суффикса. Первое – обозначающие предметы. Второе – уменьшительно-ласкательное значение. Объясните, почему не все слова можно выписать. Определите от слов, в какой части речи образованы существительные. С двумя существительными составьте предложение. Ответы к упражнению 3. Первая группа – существительные с суффиксами, которые обозначают предметы знаток, стрелок, отрезок. Вторая группа – уменьшительно-ласкательное значение. Ветерок, листок, снежок, сырок, сынок, сахарок, пирожок. И какие слова нельзя выписать, то есть какие слова нельзя отнести ни к первой, ни ко второй группе. Это слова каток, песок, рынок, хлопок. У них нет суффикса ок. Предложение. Бабушка испекла нам пирожок. Выпал белый снежок. Сынок, сходи в магазин. Недалеко от дома расположен рынок. Упражнение 4. Прочитайте предложения из рассказа Тургенева «Му-му». Выпишите из них однокоренные существительные. Чем они отличаются друг от друга
по строению и значению. Обоснуйте свой ответ. Так, однокоренные слова собака, собачка, собачонка различаются суффиксами и по значению. Собачка – ласкательное значение, собачонка – пренебрежительное отношение. В слове собака – корень собак, окончание а. Собачка – корень собач, суффикс к, окончание а. Собачонка – корень собач, суффикс онг, окончание а. Упражнение 5. Образуйте от данных существительных с помощью суффиксов очк, оньк, еньк, ик новые слова. Какое значение они придают словам? Переведите на родной язык. С любыми двумя существительными составьте и запишите предложение с обращением, чтобы было обращение. Қаратпа-сөз болғандай. Звезда – звездочка, дядя – дяденька, дочь – доченька, Катя – Катенька, лента – ленточка, ключ – ключик, Маша – Машенька, лошадь – лошадка, дорога – дороженька, мама – мамочка, дождь – дождик, лист – листик. Эти суффиксы придают словам уменьшительно-ласкательное значение. Қазақша жұлдыз, ағатай, қызым, Катя, бау, кілт, Маша, жылқы, жол, анашым, жаңбыр, жапырақ. И предложение с обращением. Мамочка, ты у меня самая лучшая. Доченька, сходи, пожалуйста, в магазин. Обращение мамочка и доченька. Упражнение 6. Образуйте существительные со значением лица, используя суффиксы ист, чик, тель, ер, ник, ант. Составьте различные словосочетания. К двум существительным подберите родственные слова. Руководитель, разведчик, кассир, читатель, музыкант, отправитель, продолжатель, помощник, покупатель, переводчик, гитарист, грузчик, участник. Словосочетание. Первый руководитель, смелый разведчик, новый кассир, читатель библиотеки, талантливый музыкант, отправитель письма, продолжатель дела, мамин помощник, постоянный покупатель, грамотный переводчик, юный гитарист, работает грузчиком, участник Олимпиады. Однокоренные слова. Музыкант, музыка, музыкальный, руководитель, рука, руководство, руководимый. Упражнение 7. Спешите, обозначая приставки. От каких слов образованы данные существительные? С любыми двумя словами составьте распространенные предложения. Приставки вы выделяете графически, я выделила красным цветом. Слова образованы от существительных, то есть существительные образованы от существительных при помощи приставки. И предложение. Не люблю, когда на рабочем столе беспорядок. Наша семья летом переехала в пригород. Упражнение 8. Выпишите слова, образованные приставочным, суффиксальным способами. Укажите графический способ их образования. С любыми тремя существительными образуйте различные по цели высказывания предложения. Первое. Приставочным способом. Подзаголовок «недруг». Вам надо выделить приставку. Второй способ суффиксальным. Волейболист, гитарист, столик, кроватка, полочка. Вам надо выделить графические суффиксы. Третий способ приставочно-суффиксальным. Подснежник, подоконник, безработица, подбородок, подберезовик. Надо выделить и приставку, и суффикс. Предложение. Вопросительное предложение. Как вы будете встречать волейболистов? Побудительное. Сорви мне подснежники и принеси. Повествовательное. Я не ставлю цветы на подоконник. Ребята, укажите верные или неверные ответы. Первое. Образование слов с помощью приставок. Приставочный способ словообразования. Верно.
Образование слов с помощью суффиксов – суффиксальный способ словообразования. Верно. Слово «березка» образовано приставочным способом. Подумайте. Конечно, неверно. Нет здесь приставки. Слово «подоконник» образовано приставочно-суффиксальным способом. Правильно, верно. Слова «домбрист» образовано приставочным способом. Подумайте. Конечно, неверно. Молодцы. Упражнение 10. Закончите предложение. Хорошо усвоил способы образования слов. Усвоил хорошо, но есть вопросы по выделению некоторых суффиксов. Отлично усвоил и могу применить на практике образование слов при помощи приставки. Многое непонятно, например, как правильно выделять части слова. Вы можете выбрать свои варианты ответа. Ребята, у меня на канале есть ролики про то, как разобрать слово по составу, как правильно находить корень, приставку, суффикс, окончание, как правильно писать суффиксы чик и щик. Кто хочет глубже познать тему, лучше знать русский язык, смотрите плейлист «Правила по-русскому». Учимся самостоятельно. УЗ. Подготовьте лингвистический рассказ на тему словообразования имен существительных. Запишите названия профессий людей, которые играют на различных музыкальных инструментах. Первый ответ. Существительные образуются с помощью суффиксов, например, ходики, суффиксальный способ. С помощью приставок вход, приставочный способ. С помощью приставок и суффиксов одновременно, например, подоконник, приставочно-суффиксальный способ. Также образуются путем сложения слов или основ. Например, диван, кровать, вездеход. Способ сложения. И люди, которые играют на разных инструментах. Гитарист, скрипач, балалаечник, ударник, пианист, трубач, гарнист, домбрист, саксофонист, клавишник.